Но мы тут всю жизнь жили. Сложность была, конечно, чтобы на тот берег попасть, это нам надо было через ту дорогу, там и пробки были. Построенный за рекордно короткие сроки новый мост стал настоящим подарком для местных жителей. Магомед Зурабов, признается, следил за проведением строительных работ. Рад, что удалось качественно и быстро соединить две улицы. За то, что я сам строитель, я сюда проходил, смотрел. Тут то, что качество, вот все это, там понятно, тут это технадзор все бывает, но вот от самого человека зависит. Вот утром он проходит вовремя на работу, утром не проходит, пропускает. Вот именно вот этот фактор самый главный, наверное, в строительстве. Потому что вот сегодня чуть дождь пошел утром, они вот если не придут, через час дождь перестал. В принципе, день потерялся, но они и в дождь, и они хорошо работали. Мост протяженностью более 50 метров выполнен из самых современных материалов и соответствует всем нормативным требованиям. Переправа позволила решить и проблему выгула скота. Раньше для этих целей нужно было преодолевать большое расстояние. Теперь смело можно расширять домашнее хозяйство, закупать бычков и коров. Сейчас утром, вот там 10 лет, 12 лет, ребенок может утром выгнать через мост, его погнать и прийти вечером. Тоже может вот так его встретить. Раньше для этого мне надо было, как я сказал, его тут снять. Сам через вот рынок вот объезжал, оттуда встречал. Отсюда один перегоняет, а другой там встречает. Ну, 2 человека надо было задействовать в любом случае. Километры объездных путей в прошлом. С открытием нового моста летом 2022 года появились новые возможности для жителей. Школа, мечеть и другие важные объекты стали ближе. Северная часть города активно застраивается, а переправы на этом участке не было, что заметно усложняло жизнь горожан. Сейчас же бетонный мост через реку Сунжа соединил улицы Грозненскую и Энгельса. Теперь жители забыли о пробках, а самое главное, сэкономлено время. Раньше в 100 метрах отсюда находился лишь небольшой мост для пешеходов, и из-за паводков его снесло с основанием. Новую переправу построили на ровном месте. Уже сколько уже здесь многостроек, вот здесь по этой стороне, по той стороне. Очень много людей сейчас. Мы рады этому мосту. Все рады. Потому что и пешком, и на транспорте можно поехать. То на базар. Надо было объезжать вот по всему центру. Там транспорт много. К базару подъехать невозможно. И все эти проблемы сейчас, мне кажется, решены. Очень хороший мост. Очень хорошие люди, которые здесь работали. Они сделали все, чтобы было нам, чтобы все нам было хорошо, чтобы здесь было. И пешеход, чтобы проходить. И все очень хорошо сделано. Мы рады этому. Необходимость в переправе возникла давно. За решение вопроса взялся глава региона Махмуд Али Калиматов. Объект включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По мосту передвигаются все виды автотранспорта. Более того, здесь есть и пешеходные тропинки. Местные жительницы теперь спокойно могут добираться до рынка. Не то слово. Вся красота. С детьми приходишь, да, а вот тебе. Я рыбок буду кормить, а внучка хоз чарик да тусишь, хоз чариш, я хам тусишь, лахтажем деда, хоз дери. Базар пешком, хайда вот до базара на машине, там 2-3 минуты и все. Хоз мыштят, вдутся. Дальше ердак где хачен, дал саду. Дальше беркет толцан, шей хамелил дичо. Дак дохр это главное. При строительстве принимались лучшие технические решения. После дождя уровень воды в реке Сунжа повышается. Однако теперь новой переправе ничего не страшно. Дорожники установили опорные части моста, железобетонные балки пролетных строений, предусмотрели водоотводы и гидроизоляцию. Русло расширили и укрепили. Теперь безопасная переправа радует всех горожан. В северной части города у нас более 4000 земельных участков розданы под индивидуальное жилищное строительство. И люди, которые, например, надо было идти на рынок, в мечеть, школа здесь находится, приходилось все время огибать большое расстояние, более 2 километров. В пешем порядке сюда почти невозможно было. Новый мост построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова работы завершили досрочно, как и все запланированные на этот год дорожные проекты. Таким образом, республика несколько лет подряд становится лидером по реализации этого нацпроекта. В этом году дорожники также планируют быть первыми. Зелимхан Галуев, Рахман Цуров, Юсуп Ханиев, Новости 24.